Торопитесь на урок, будут знания вам впрок. Будем руки поднимать, точно бойко отвечать. Сегодня у нас, ребята, занятия необычные. А настроение у вас какое? Покажите. Отличное! Молодцы! Так, наше занятие сегодня посвящено, ребята, 95-летию памяти великого нашего поэта-писателя Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов был признан во всем мире. Его произведения были напечатаны на разных языках мира. Но наш Айтматов описывал очень простые вещи, жизненные вещи, да? Он не придумывал реальностей, он не придумывал таких каких-то небывалых событий, а он описывал всю жестокость нашего мира, все, что происходило в те послевоенные годы, в те жизненные его, которые он знал ситуации. Он все писал так доступно, и всем это очень нравилось, ребята. Я думаю, что вы, знакомясь с произведениями Чингиза Айтматова, тоже полюбите его произведения. Но сегодня я вам расскажу немножко о нем. Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер, Киргизия. Под влиянием семьи будущих классов он поступил в Джамбульский зоотехникум, который окончился отличием и был принят без экзаменов в сельскохозяйственный институт. Ребята, а сейчас мы вам покажем произведения, отрывки, картинки из произведений, которые написал Чингиз Айтматов. А вы угадайте, из какого произведения эта картина? Так, кто знает? Ну-ка. Давай. Белый пароход. А кто здесь? Нет, подожди, вот здесь. Кто на этом? Ну-ка, скажи. Его папа. Дедушка рассказывает внуку, да? Так, дальше. Нет, мы смотрим следующую картинку. Ну-ка, смотрим следующую картинку. А это из какого? Белый пароход. Ну, не кричите, вы ручку поднимите. Так, а ты считаешь с какого? Вот, и это с белого парохода, да? Тоже с белого. Это тоже картина, да? Мать олениха, как она принесла биши к своим детям. Вы вот это уже знакомились с этим. Дальше, следующее. А это? Отец убивает оленя рога. Это тоже из белого парохода, да, ребята? Тоже из белого парохода. Да. Вот. И эта картина из белый пароход, правильно. На языку. А это? Белый учитель. Ну а зачем, Кайрат, кричишь, ручки поднимай? Давай. Говори, Лена. Это произведение? Это произведение «Белый учитель». Молодец. Следующее. А это? Это тоже, но это прям с кинофильма, да, вам показали отрывок. Следующее. Тоже первый учитель. Давай, пожалуйста. Нет, встань правильно, скажи. Это картина? Чингиз Айтматова «Плаха». Молодец. Умница. А этот? Говори. Называется «Плаха». Чиковалбек и вот его отец Топтусун. Следующее. Вот это произведение какое? Джамиля. Молодцы, Джамиля. Ну, молодцы, ребята, вы угадываете. Ребята, а теперь я вам задам вопрос после того, как вы все прослушали. Когда родился Чингиз Айтматов? Кто знает? Когда? Кайрат, ну скажи. Айтматов родился 12 декабря. 12 декабря, молодец. А где родился Чингиз Айтматов? Кто знает, ребята? Пожалуйста, дети. Чингиз Айтматов родился. Где? Талас. Талас-Щелочике. Умница, молодец. А еще я знаю, что вы выучили стихотворения, которые посвящены памяти нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Настя, пожалуйста, расскажи. Пусть Ставь, пожалуйста. дольше века длится память об этом светлом человеке, и пусть потомок не устанет талант его хвалить вовеки. Айтматов сам описывал простое, и в этом было главное отличие. В его рассказах каждое отыскал родного. Увы, нет с нами. И в этом есть И в этом есть успех его величия.
Молодец, похлопайте, ребята. Так, Сава, расскажи, пожалуйста, свое стихотворение. Смотрю на белый пароход, на берег Иссык-Куля, южной дымке, где девушка, как стройный тополек, кому-то машет исписанной косынкой. А ты меня как хочешь понимай, мне ветерок доносит звуки домбры. Может, это струнный бегемай, а может, это песня Раймалы. Молодец, хорошо. Молодец, хорошо. Включай. Ребята, а кто это к нам пришел? Ой, смотрите, к нам гости. Здравствуйте. Здравствуйте. А с ребятами поздороваться? Здравствуйте, ребята. ребята. Поздоровайтесь. Да. Ребята, да я же узнала, кто это. Вы узнали? Да. А кто это? Правильно. Это мальчик Авалбек и его мама Джейнгуль из произведения какого? Чингиза Айтматова. А как называется произведение? Солдатенок, умница, молодец, солдатенок. А вы зачем к нам пришли? Можно поинтересоваться? Можно к вам? Тоже хотим узнать много чего. Хочу, чтобы мой сын тоже стал таким, как ваши дети, умным и талантливым. Хорошо, возьмем их, ребята, на занятия? Возьмем. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, а сейчас, ребята, мы покажем вам отрывок из кинофильма «Солдатенок». Хорошо? Посмотрим его и обыграем сценку. Да, сиди только тихо. Да, твои... Не пройдешь. Ребята, вы видели мой отца? Это был мой отец. Да? Это не твой отец, это просто артист. Да, это не твой отец. А я сказал мой отец. Это был мой отец. Он схватил в руку гранат и вот так швырнул. Ребенок артист, артист. Ну надо же, какой артист. Да, сынок, это был твой отец. Чингис Айтматов очень любил свою природу. Он написал много стихотворений, много произведений про нашу природу Кыргызстана. Он всегда говорил, что экология – это главный вопрос. И сейчас поднимается этот вопрос. И вас тоже мы учим, что беречь наше озеро, беречь наши горы, беречь нашу природу, деревья, тополя. Все, что есть на нашей земле, на кыргызской, мы должны беречь. И вот Чингис Айтматов написал такое прекрасное стихотворение, на которое наложили музыку. И мы сейчас с вами споем песню про наш Иссык-Куль. Давайте, ребята, будем исполнять песню про Иссык-Куль. Я